Махмуд Али Калиматов в первую очередь поинтересовался численностью КРС, какие шаги планирует предпринять инвестор по развитию мясомолочного комплекса, а также вопрос реализации продукции. Предприятие после долгого простоя нуждалось в материально-техническом обновлении. Зелимхан Ганижев, председатель СПК «Мецхал», он же новый арендатор, заверил руководителя субъекта: нерабочую технику отремонтировали, провели реконструкцию нескольких корпусов, трудоустроено более 40 человек. Но главное богатство мясомолочного комплекса – эти 650 голов крупнорогатого скота, из которых 160 дойные коровы и 180 телят. Весь вот этот корпус, он должен отелиться, это уже 250 телят. Вот так вот. Ну а механизм весь работает у тебя? Мы починили. Починил? Все Все, починили, заключил соглашение на обслуживание? Или у тебя есть свои специалисты? У меня есть свои специалисты, очень хорошие электрики, которые мне всю проводку. А оборудование? Оборудование скрипера, ну, приходится, вот, это же заграничное оборудование. Приходится еще путями. Наколь? Казахстан, Азербайджан. Здесь сколько поголовья? Вот сюда сколько входит? В клетке входит около 60 голов дойных. Просто, да, они Не, а всего вот в этот корпус? Вообще, если хорошую породу завести без рогу, то 400 голов в один корпус. Мы должны благодарить человека, понимаешь, ты, помогать ему, ну и спрашивать, если мы получим субсидии максимально сколько можно, потому что для нас это очень важно. В этом году мы семенами поможем ему, озимыми и яровыми семенами. Удобрение? Удобрение тоже поможет. Предприниматель рассказал, реализовывать продукцию, в частности мясо, на территории республики представляется трудным, поскольку в регион мясная продукция ввозится извне, цены на которых дешевле, чем у него. Ввозимая продукция, как правило, без сопроводительной документации и очень сомнительного качества. Здесь же глава Ингушетии поручил компетентным органам, в том числе региональному Роспотребнадзору, Минсельхозу, ветслужбе, проверять ввозимое мясо говядины, баранины и птицы на соответствие качества продукции. Я не могу продать, реализовать у себя в республике мясо. Но я могу его реализовать в Осетии. Они качественно покупают. Почему-то очень интересно. И молоко интересно в Кабарде. Наше именно. Наше. Потому что качественно, да? А у себя у меня не получается. Потому что мне говорят, мол, Дагестана привозят по 460 рублей. Ты нам зачем? Не нужен. Значит, берите, изучайте, слушайте заключения, все службы, вот, которые есть, которые касаются качества, значит, по торговле, рынки, кто им разрешение дает. Вообще без печати ветеринарной службы никто не имеет права кусок мяса и даже курицу продавать. Заключение возьмите от ветслужбы, от Роспотребнадзора, а потом совместно с МВД, ветеринарная служба и Роспотребнадзор, значит, они должны на постах все это проверять и все это приводить в порядок. Другая проблема – недостаток сельхозземель для собственного производства кормов. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов также обратил внимание на вопросы предоставления аренды, отметив, что предприниматель сам целеустремленный, болеет за свое дело душой. И, конечно, таковым нужно оказывать всевозможную помощь. Так, глава Ингушетии поручил региональному Минсельхозу до 15 ноября предоставить отчет о возможных мерах поддержки СПК «Мецхал», в том числе и в рамках субсидирования. Думаю, надо сесть, вот, Минэконом подключить, рассчитайте на каждую КРС голову, на овец, сколько нам нужно это. И если нерентабельные есть вот эти вот КФХ или что-то еще, надо отдавать их, передавать тем людям, которые будут это делать. Глава Ингушетии затем направился в молокоперерабатывающий завод. Предприятие когда-то стало первым в республике, где начали производить молочные продукты. Оно заработало в 2015 году. Производственная мощность завода составила 30 тонн сырья в сутки, 6 тысяч тонн в год. На заводе можно производить молоко двух видов, сливки, кефир двух видов, творог, ряженку и другие продукты. Однако в 2017 году завод перестал работать из-за нехватки сырья. В апреле текущего года Махмуд Али Калиматов поручал региональному
региональному министерству сельского хозяйства совместно с собственником предприятия возобновить работу молокоперерабатывающего завода в селе Новый Редант. Сейчас оборудование уже готово, проводятся пусконаладочные работы. Руководитель субъекта поинтересовался сроками запуска предприятия. Надо сегодня предварительно уже заключать соглашение. Там же надо по цене посмотреть, по рентабельности, по себестоимости. Он же, если начнет делать, может быть, пробное, пусть молока начнет, например, а потом дальше поэтапно запустит. Принципиально моя позиция, кто работает, кто производит продукцию, честно, порядочно, то мы все возможные параметры помощи будем вам оказывать. Понимаете? В этом плане. И потом поставка вашей продукции последующей, я уже говорил это, значит, мы будем, чтобы закупали у вас наши больницы, там, не знаю, школы, детские сады. Это правительство. Вот я говорю, вот это договор, надо будет соглашение и поставки будут. Понимаете? Ну, качество нужно. Проблема оказалась в другом, в отсутствии специалистов-технологов. Нигде технолога нет. Вон, индейки, технолог, тоже с Краснодара, у кого-то там вообще с Хабаровска. Слушайте, ну технолог мясо-молочной продукции, да у нас нет и на алюминиевом заводе технологи, вон ростовские сидят. То есть идите и мне прям пишите, технологу ж, бац, надо разгонять эти колледжи. Вот если они не наладят с учебного года следующего мне выпуск специалистов в области технологии всех отраслей, мы колледжи вот эти, которые называются только, они не будут работать. Руководитель субъекта отметил, важна идентификация ингушского продукта, о принадлежности к региону должна говорить сама упаковка. Тара закупается в Санкт-Петербурге. И тут нельзя не вспомнить о еще одной простаивающей картонажной фабрике, необходимость в реанимировании которой как нельзя актуальна и сейчас. Картонажную фабрику, я думаю, ну год, ну 2 максимум. Мы ее запустим, да, Эндель. Уже есть у нас инвесторы, чтобы мы могли, и вы могли закупать упаковки. Отдали там линии, они насколько нужно будет. Надо это продумать. В настоящее время Минсельхозом Ингушетии запланировано оказание заводу необходимой поддержки для его обеспечения собственным сырьем, а именно ведется работа по выделению земельного участка для строительства животноводческой фермы мощностью более 100 голов КРС с собственным пастбищем. Махмуд Али Калиматов призвал к взаимодействию компетентных министерств и ведомств, оказывать посильную помощь добросовестным предпринимателям, создание благоприятной среды для устойчивого развития АПК, социально-экономического развития – одна из важнейших стратегических задач страны. Это не раз подчеркивал и президент страны Владимир Путин. Ингушетия же в последние годы преуспела в этом направлении. Сельское хозяйство было в запущенном состоянии, ну и много было всяких кредиторок, еще что-то. Мы просто собрали и предложили вариант. У вас 16 групп, будет 5. Ну, заработали все. Кроме того, мы повысили мелкорогатый скот. У нас он был как бы чуть ли не 0, в ГУПах я имею в виду. Население-то у нас до 300 тысяч. У нас в целом в республике. Да, ну КФХ, личное подсобное хозяйство, и свои, все-таки каждый, кто живет, они сами держат вот это все. Вот. И самое главное оказалось то, что мы под контроль взяли выделение удобрений, семян и привели в юридическую плоскость все отношения. В первую очередь надо людям, что нужно-то? Корзина продовольствия, она должна формироваться как-то. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.